Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые журналисты. Сегодня речь пойдет о республиканской информационной кампании «Караван просвещения бизнеса», состоянии бизнеса и дебюрократизации. У нас в гостях Исабеков Кубанышбек Абдимуталипович, это заместитель председателя Государственной налоговой службы при Министерстве финансов, Сартмаметов Бакытбек Тегамбаевич, руководитель отдела правового обеспечения бизнес-ассоциации ДЖИА, Самаков Бакытбек Талайбекович, главный правовой эксперт секретариата инвестиционного совета при Кабинете министров, и Асакиева Чолпон Нурбековна, эксперт по ГЧП упомянутого секретариата. Здравствуйте еще раз, уважаемые гости. Пожалуйста, Чолпон Нурбековна. Все включено. Доброе утро, коллеги. Благодарим вас за предоставленную площадку. Мы собрались сегодня и с вами хотели бы поделиться по итогам проведенной информационно-республиканской кампании «Караван просвещения бизнеса». Данный караван, данная информационная кампания организована бизнес-ассоциацией ДЖИА и секретариатом инвестиционного совета при Кабинете министров. Караван проведен в течение 1 месяца. Мы начали его, запустили 25 марта. И вот только 22 апреля, буквально позавчера, завершили в Бишкеке. Караван организован и проведен во всех регионах республики, и в том числе в городах Карабалта и город Токмок и город Бишкек. Основная цель и задача данного каравана – это было провести и организовать эффективный диалог между государством и бизнесом в части проведения тех проведенных реформ в налоговом кодексе, дать разъяснения по внесенным изменениям в Трудовой кодекс, а также по регионам проведен диалог между и местными органами самоуправления в части регионального развития каждого региона, в разрезе вопросов туризма, вопросов доступа к земле. И более того, вот в период всего каравана во всех местах, во всех локациях также были приглашены и организованы консультационные мероприятия с участием фондов развития и государственных банков в части доступа к финансированию. Помимо этого, приглашена государственная страховая организация, которая также отметила и рассказала о своих условиях страхования. Необходимо отметить, что вот организация и проведение такого систематического диалога, она показала свой результат в части снижения информационного вакуума между регионами и столицей. В последнее время очень много мы видим разрыв информационный, именно проводится много реформ, много изменений в те или иные положения политик, принимается много различных программ, стратегических документов для развития страны, но мы видим, что данные разъяснения и отчасти та или иная информация не доходит до наших граждан. Целевая группа данной информационной кампании – это малый и средний бизнес. И это также посредством данного мероприятия мы увидели, насколько было важно именно провести разъяснения и ответить на все вопросы бизнеса в регионах. Хотелось бы отметить и поблагодарить всех партнеров каравана. Это полномочное представительство президента во всех областях, это мэры городов, это Министерство экономики и коммерции Кыргызской республики, Министерство социального развития и труда, Центр государственно-частного партнерства при Национальном агентстве по инвестициям, также это Департамент развития туризма, которые рассказали и представили свою стратегию развития туризма до 30 года. И это был очень важный аспект, потому что и даже полномочное представительство, региональное и местное самоуправление, они отметили, насколько
важно было услышать эту стратегию, при этом, чтобы могли они адаптировать свои региональные стратегии, там, допустим, в части конкретно туризма, адаптировать под стратегию. При этом были, наверное, как бы основной, да, блок вопросов и те результаты. В целом, как бы информационная кампания достигла своего результата, охвачено более 2000 предпринимателей пришли на эти мероприятия. И каждый получил как ответы на свои вопросы в более где-то, мы вот подсчитывали, подводили итоги, более 60-70% поднятых вопросов во время информационной кампании, они получили свои ответы. А все те вопросы, на которые не были даны ответы, они будут проработаны, и мы обязательно доведем до каждого предпринимателя, до каждого бизнеса, и мы также будем работать в продолжении и делиться как бы, да, там, теми ответами и поддерживать связь с бизнесом. Помимо этого, в рамках каравана также была дана короткая презентация, в целом представлена информация о создании государственного частного диалога между бизнесом, а также поднимался вопрос о развитии молодежного предпринимательства в регионах, насколько о важности привлечения молодежи, вовлечения в экономическую деятельность, да, там, развития региона. Спасибо. Если есть вопросы, можно с них начать или по очереди, по желанию, уважаемые спикеры, можете продолжить. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин ишкерлер, мына массалык каражаттардын өкүлдөрү, биздин жарандарыбыз абдан жакшы иш-чара аныктады. Бул ушул республика боюнча бүт аймактарда буга чейин айтылып кеткендей, ЖИЭ биздин инвест кеңеш менен биргеликте ошо бизнес кербен ошо кайсы өзгөрүүлөр болуп атат, кандай пландар болуп атат, бүт ошо биздин ишкерлерге ушул ишмердүүлүк боюнча салык болобу, башка маселелер болобу, баардыгы боюнча толук кандуу маалыматты берип, сунуштарын угуп, эске алып, азыр көп мындай келечекте жумуштар болуп атат да алдыда. Албетте мына мен салык боюнча айтып кетсек, көп өзгөрүүлөр азыр 2-3 жылдан бери реформа болуп, чын айтайын, эми өйдө ылдый, кээде талаш тартыш болуп жатты. Бирок ошону менен биз ойлойбуз, ушул мындай айтканда алдыга жылып атабыз. Кечөө эле мына салык деп жарандарыбыз деле көп жакшы билип билбей, түшүнбөй, ишкерлер деле 2-3 жыл мурун мисалы эмнеге салык төлөш керекмин деп жолугуштарда, митингтерде ишкерлер мен өзүм күчүм менен күнү түнү иштеп, өзүм насыя алам, ижарага алып иштеп, карыз болуп, эмнеге салык төлөш керекмин деген сөздөр абдан көп болгон. Азыр болсо мына ушул бизнес кербен иш-чарада ушул жолугуштарда андай мындай айтканда суроолор же ой пикирлер жок, уккан жокпуз. Азыр мына көп базарларында өкүлдөр менен жолугуп атабыз. Ушул жолугуштарда дагы конкреттүү суроолор, кандай төлөш керекпиз, кандай колдонуш керекпиз, кандай бир инструменттер менен, ошол патент боюнча кандай болот деген, мындай айтканда салыкты кандай төлөш керекпиз деген мааниде мындай талкуу болуп атат да. Бул биз ойлойбуз ошол жакшы жыйынтык, салыкты төлөш керек деген ан сезим толук кандуу синди биздин ошо ишкерлерибизде.
биз ойлойбуз ушуну алдыга ошо биргеликте ишкерлер менен чогуу бүт көйгөйлүү маселелерди чечебиз деп биз мындай айтканда ишенебиз жана ушуга ишке ашырганын көрүп турабыз. Ал эми салык боюнча айтып кетсек, суроолор ушул кичи орто бизнесте мисалы ошол патент кандай болот, кайта кирип атыптыр, көзөмөл кассалык машина боюнча бирдиктүү салык жана ошо башка боюнча көп суроолор болду. Биз дагы толук кандуу маалыматты берип, азыр мына электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы жокко чыгарылды. Бул болгону 3 категория алкоголь, тамеки жана күйүүчү май материалдарга калды деп. Ошону менен бул ЭТТНдин негизи ушул элементтери жакшы жерлери негизи бар. Ошону электрондук эсеп фактура, мына эки система кичи орто бизнес эле эмес, ири бизнес деле мындай кыйынчылыкты көрүп, ошо эки системаны бир кылсаңар деген сунуштар болгон өз учурунда. Азыр эми ошо этап менен кичинеден ошол ЭТТНдин мисалы жана виртуалдык кампа канча товар бар деп, бул эми келечекте. Азыр албетте мына кичи орто бизнес жакшы мына колдонгон деле жок. Кээ биркилер мындай эме кылып атышат, критика кылып атышат, мына силер жокко чыгарып атасыңар, кичинеден ишкерлер деле көнмөк, колдонмок, өтмөк деген ой пикир деле бар да. Бирок мына ошол эле базарларда мисалы кагаз түрүндө мыйзам чегинде албетте буга чейин колдонуш керек болчу. Бирок практикада көбү колдонгон эмес. Ошол үчүн мындай айтканда колдонбогон нерсени жокко чыгарды деп критика кылгандары кичине мындай айтканда реалдуу картинаны жакшы билишпейт деген ой пикирдебиз. Азыр салык кызматы эң башкы мындай көзөмөлдү ушу чоң ири компаниялар, ушул товар деген мындай асмандан түшүп калбайт. Товар деген же өндүрүлөт, же импорт болуп келет. Ошол жерден жакшы катуу көзөмөлдү кылып, импорт болобу мына чек ара жакты күчөттүк. Чоң бизде жана ишкана заводдор бар. Ошол жерден толук кандуу көрсөтүп көлөмдөрүн бүт салыктарын төлөш керек. Ал эми кичи орто бизнеске болсо, биз мындай жеңилдик берип, кичинеден үйрөтөлү, чогуу мындай ошого санариптештирүү ыкмаларга өтөлү деген азыр мындай саясат болуп жатат. Бир айтып коеюн, мына биринчи кварталдын жыйынтыгы менен дээрлик 5 миллиард ашыкча план чогултулду. Бул ушул биздин болуп жаткан иш чарабыз, саясатыбыз туура, эч кимди мына кыйнабай, бирок жакшынакай кирешени биз салыктарды чогултуп жатабыз. Бул дагы мен айтып кетейин, азыркы болуп жаткан өзгөртүүлөр боюнча. Январда урматтуу президентибиз Садыр Онуржоевичтин жарлыгы чыккан, автоунаа салыгы жокко чыгарылсын, карыздар кечилсин деген 22-жылга чейин. Ал боюнча жана жакында эле дагы бир жарлык чыкты. Ушул патент системасы кайта киргизүү, бирдиктүү салыкта 0,5% ставканы 30 миллионго чейин эле болсо, чеги 50 миллионго чейин көтөрүлсүн деген. Сатуудан алынган салык ставкалары төмөндөтүлүп жатат. Ушунун баардыгы азыр Жогорку Кеңешке тийиштүү мыйзам долбоору кирди. Ушул мыйзам долбоорун кабыл алып, ошондо анан ушул патент бүт ушул маселелер күчүнө кирет. Буюрса бул маселени дагы тездетип, тез арада ошол биздин бизнеске ыңгайлуу, жакшы шарттагы ошондой чечимдерди кабыл алабыз.
Саламатсыздарбы? Мен дагы алгач ыраазычылык билдирем Спутник KG'ге ушундай аянтча түсүп бергенге. Учур менен колдонуп мен дагы ушу жалпы бизнести агартуу кербени маалыматтык компаниясын коштоп колдоп келген мамлекеттик өнөктөштөргө да ыраазычылыкты билдирем. Анын катарында коммерция, экономика жана коммерция министрлиги, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жана салык кызматы, башка өнөктөштөр. Мен дагы баса белгилеп кетейин. Мынау биз эми көбүнчө жолукканда чакан орто бизнестин өкүлдөрү менен жолуктук. Бул маалыматтык компаниясы былтыр дагы болуп өткөн. Былтыры баарыбызга белгилүү болгондой, ошол эле жаңкы электрондук эсеп фактура, ЭТТН, ККМ маселеси мындай орчундуу болуп турган. Анан ишкерлер дагы аябай башкача кабыл алып, суроолор дагы ушул нукта, буну биз колдоно албайбыз да, бул оор ордукту жаратат да, буну процесстер баардыгы мындай, биз бул жерден алсак, ал жерден ошо тастыктоочу документтерди ала албайбыз деген көп маселелерди айткан да. Бул жылкысында мынал мамлекеттин салык жаатындагы саясаты бир топ ушу чакан орто бизнеске жеңилдикке барды. Ошонун алкагында чындыгында чакан орто бизнестерде деле көпчүлүк учурда мындай кубануу менен кабыл алды деп деле айтсак болот. Анткени ошол эле ЭТТНди, электрондук эсеп фактураны бир топ жеңилдетип бергени, мынау маалыматтык компания учурунда негизи бул жаңылык катары чыккан, бирок кандай механизм менен кирет белгисиз болгон патент маселеси. Бирок ал жаңылыктагы бир топ ишкерлерди мындай бир дагы үмүткө алып барды да. Анткени мынау мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Насырканович дагы белгилеп кетпедиби? Эгерде патенттин негизинде иштесе, көп жеңилдиктер болот. Ошол эле ККМ маселесин дагы колдонбосоңор болот деп. Чакан орто бизнестин жаңкы эң эле орчундуу маселеси ушул товарды алып, анын эсеп кысабын жүргүзүп, мүмкүн ички процедурасы менен жүргүзөр, салык кызматы келгенде тийиштүү тастыктоочу документтерин көрсөтө албай, аябай көп мүчүлүштүктөр болгон экен. Мына ошол себептүү бүгүнкү күндөгү ушул салык саясаты чакан орто бизнести мынау кербен аркылуу деп дагы айтсак болот, бир топ кубандырган учурлар болду. Бирок ошол эле учурда дагы бир башка аманатты дагы жеткизип койгон туура болсо керек. Мына ЭТТНди колдогон дагы ишкерлер чыкты да. Анткени биз бул инструментти колдонуп, иретке салып алдык. Демек, биздин өзүбүздүн ички мындай эсеп кысаптар дагы мындай ачык айкынга жүргүзгөнгө бир мүмкүнчүлүк болду деп. Бирок тилекке каршы көпчүлүгү колдобой, мына бүгүнкү күндө ошол айрым ишкерлерге калтырып, айрым ишкерлерден бошоткон учур турат. Ушул негизинен. Мен дагы бир нерсени белгилеп коеюнчу, кечирим сурайм. Мынау акыркы 3 жылда негизи салык саясаты активдүү мынау бардык товардын жүгүртмөсүн мындай ачык айкын жүргүзгөнгө аракет кылып, көпчүлүгү чындыгында мынау ЭТТНге көнүп калган учурларын да белгиледи да. Анан Алмамбет Насырканович келгенден кийин саясат бир аз башка нукка бурулбадыбы? Алар ишкерлердин эле болгон мындай үмүтүн дагы бир белгилеп кетиш керек да. Ишкерлер үчүн туруктуулук аябай маанилүү. Анткени бир акыркы 3 жылда санариптештирип, бир топ процесстерге ошол ишкерлерде дагы салык кызматы тарабынан, экономика жана коммерция министрлиги тарабынан мындай аралаштырып, силер дагы бизге жардам бергиле, товарлардын жүгүрткөнүн биз дагы көрөлү, ачык айкын болсун. Бул кантсе дагы мындай контрабанданы жойгонго бир мүмкүнчүлүк берет деп бир топ ишкерлер жүдөдү. Эми айтып атат, мына жеңилдик берди. Эми жеңилдик бергенден кийин бул нерсеге дагы туруктуулук керек. Анткени биз ишти алып барып, эми
ушул нукка түшүп алгандан кийин эртеге кайра башынан дагы бир башка процесстер кире турган болсо, башка бир санарип инструменттер кире турган болсо, бизге дагы мындай кыйынчылык жаралып калышы мүмкүн. Ошондуктан туруктуу саясат бул ишкерлер үчүн дагы аябай маанилүү. Рахмат чоң. Доброе утро, добрый день, уважаемые коллеги. Вкратце хотелось бы еще один момент отметить. Данное мероприятие, которое проводилось по всем регионам республики, здесь есть еще обратная сторона, то есть все государственные органы, которые участвовали в реформах, которые были в составе этого каравана просвещения, они получили такую уникальную возможность получить отзывы от конечных бенефициаров, от конечных пользователей, от налогоплательщиков и других бизнесменов, которые являются конечными пользователями всех этих реформ. Государственные органы получили возможность услышать их мнение и получить, так скажем, ответ на их результат реформы, положительно или негативно сказывается. И это очень важно для государственных органов при принятии того или иного решения. Хотелось бы отметить, что мы, как секретариат инвестиционного совета при Кабинете министров, обеспечиваем деятельность самого инвестиционного совета и деятельность именно по достижению целей и задач. Основная задача инвестиционного совета – это обеспечение именно эффективного диалога между государством и бизнесом, бизнес-сообществом. Иными словами, не просто диалог, а чтобы по результатам этого диалога со стороны государственных органов, в целом со стороны государства были приняты определенные решения, которые будут благоприятно влиять на бизнес-среду, в целом на инвестиционную привлекательность нашей страны. И необходимо отметить, что руководством нашей страны в этом направлении идут комплексные, планомерные такие действия, именно направленные на улучшение бизнес-среды и инвестиционную привлекательность. Как вы знаете, президентом нашей страны Садыр Нуркожевичем Джапаровым в марте был принят указ о дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации государственной службы Кыргызской республики. Это о чем говорит? То есть в каких целях это все делается? Это в целях делается для упрощения процедур, а в некоторых случаях и исключения формальных барьеров, которые имеются при осуществлении предпринимателями своей деятельности, ускорение принятия решений по тем или иным вызовам, которые стоят перед предпринимателями. И, естественно, это все должно привести к прозрачности. Вот три вот этих посыла, которых достижение этих целей поставил президент именно по дебюрократизации. То есть государственная служба должна эффективно оказывать услуги населению и бизнес-предпринимателям, обеспечить прозрачность, и это все в целом должно влиять на предпринимательскую среду. А как мы все знаем, с развитием предпринимательской среды, развитием экономики, влечет за собой развитие экономики и поступление, увеличение доходов. И я думаю, то, что увеличение доходов за первый квартал, это уже тоже своеобразный индикатор, показатель тем реформам, которые предпринимаются в нашем государстве. Спасибо. Бизнести агартуу кербени негизинен эки максатты көздөдү. Биринчи максаты бул ушу ишкерлерге 2025 жылдан тарта кандай бир мыйзам өзгөрүүлөр боло турган болсо, ошо мыйзам өзгөрүүлөрдөгү талаптарды жеткизүү жана бир аянтча түзүп, ошол мыйзамдын колдонуусуна мындай талкуу форматында мамлекеттик органдардын өкүлдөрү бизнес менен ошол
кантип колдонсо болот, кандай өзгөчөлүктөрү бар, кандай жоопкерчиликтери бар деген максатты көздөгөн. Бул биринчиси. Экинчи максаты бул ушул ишкерлерден бүгүнкү күндө кандай тоскоолдуктар бар, кандай кыйынчылыктар бар, ушул багытта сунуш пикирлерин алуу. Бул баса белгилеп кетиш керек. Негизинен региондордо бул кербендин алкагында бир 4 багытты көздөдү. Биринчиси бул туризм, экинчиси бул жергиликтүү бийлик менен бизнестин ортосундагы эффективдүү диалог, ошонун эле катарында мамлекеттик жеке өнөктөштүктү кантип ишке ашырса болот. Үчүнчү багыты бул азыр текшерүү мораторий жокко чыкпады. Былтыр 2024 жылдын аягына чейин мораторий кирип, 25 жылдан тарта мамлекеттик органдар тараптан текшергенге мүмкүнчүлүк болуп калды. Вот ошол текшерүү органдары келгенде ишкерлер тараптан кантип коргонсо болот, кандай механизмдери бар, кандай укуктары бар. Эң эле элементарно бардык эле ишкерлер белгилеп айтып атат. Негизи жаңы ишкер катталган күндөн тарта алгачкы 3 жыл мамлекеттик текшерүүчү органдар тараптан пландуу текшерүүгө уруксат берилбейт экен. Ишкерлерди катталгандан кийин белгилүү бир убакыттан кийин эле бизге текшерүүлөр келет деп айтып атат да. Демек, бул маалыматтык компаниянын бирден бир натыйжасы, жыйынтыгы деп дагы айтсак болот. Ушул инструментти же болбосо бул укукту алар мындай катышкан ишкерлер тараптан кабыл алып, кийинки эми текшерүүчү келгенде өзүнүн укугун коргоп, өзүнүн позициясын айтып, сен эми текшергенге укугуң жок экен да, пландуу болсо. Бирөө арыз жазып, кандайдыр бир мыйзам бузуулар тараптан болгон болсо, анда же болбосо потребителдин, колдонуучунун кандайдыр бир укуктары бузулган болсо, анда текшергенге мүмкүнчүлүгү бар деген маалыматтар айтылды. Анан ушул акыркысы мына салык саясатына багытталган жаңылыктар. Ишкерлерден белгилеп мындай сунуштарын көбүрөөк айткан жерин айтып кетейин. Бул эң алгач мамлекет менен, жергиликтүү бийлик менен бизнестин ортосундагы диалогдун алкагында ушул жер маселелери көбүрөөк козголду. Мындай ачык айкын, жеткиликтүү болсо, бизге дагы мындай жергиликтүү бийлик тараптан дагы туруктуу саясаттар жүрсө деген маселелери. Бунун себебин дагы айтып кетсе болот. Мына акыркы жылдары, акыркы 2 жылдан бери мына кызыл линияга чыгып кеткен, айрыкча жаңкы биринчи көчөдөгү биринчи линияда турган ишкерлердин имараттары. Алар көпчүлүгү бузулуп атпайбы? Анын катарында белгилеп кетиш керек. Уруксат документтери бар, ошол эле жергиликтүү бийлик менен архитектурадан алган уруксат документтери бар туруп деле бузулган учурлар көп экен да. Ошого алардын дагы мындай сунуш пикирлери ошого багытталды да. Бизге эң алгач жерди алганга, муниципалдык жерди алганга жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлүп берилсин, ачык айкын. Экинчиси, уруксат бергенден кийин биз дагы белгилүү бир убакыт иштегенге бир кепилдик болсун деген багыт. Негизинен бул кербендин биз жаңкы кербендин алкагында, жыйынтыгында дагы ишкерлер менен жолугуп пикир алмашканда белгилеп айткан нерсеси ушундай аянтчалар туруктуу, анан активдей бүгүнкү күндөгү ошол учурдагы эң активный маселелер боло турган болсо, ушул жер менен ушундай аянтчалар түзүлүп турса, талкуу кылып турсак, бизге дагы жеңил болот экен. Мындай бири-бирибизди түшүнгөнгө дагы бир топ жеңилдиктер болот экен деп белгилеген учурлар бар. Ошондуктан мына ассоциация катары дагы, инвест кеңеш дагы ошондой аянтча түзүп бергенге аларга бир тараптан мындай мүмкүнчүлүк же болбосо аларга максималдуу түрдө жолугушууга барганга аянтчаларды түзүп бергенге, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн чакырып бергенге дагы мындай жоопкерчилигибизди алдык деп белгилесек болот. Вообще могли бы рассказать, какой интерес у бизнеса к проектам ГЧП именно в регионах? То есть есть ли интерес, нет? Какие конкретные
В целом могу как бы рассказать вот по итогам каравана. Я являюсь сотрудником секретариата Инвестсовета, да, экспертом. Вот в рамках каравана также вот представители ГЧП во всех регионах рассказали, наверное, представили информацию о реализации ГЧП проектов. И если брать на сегодня, то в целом вот по отчетам Центра ГЧП реализовано более 80 проектов, да, по всей республике, но необходимо отметить, что эта статистика не покрывает прям все регионы. Есть, необходимо отметить регионы, где очень мало, либо на сегодня даже нет ГЧП проектов, но есть большой интерес, и на самом деле как бы это направление ГЧП проекта, это тоже один вид же инвестиций, как реализовать инвестиции, да. Опять-таки, вот хочу отметить, что о важности проведения разъяснения. И местные органы, и бизнес, он заинтересован, но они до конца не информированы о механизмах и о плюсах реализации ГЧП проектов. В целом, по ГЧП проектам, они, наверное, более преимущественно, как вы отметили, в больших крупных инфраструктурных проектах, потому что это очень длинные деньги. Да? Срок реализации таких проектов, он от 10 до 25 там, и более лет. При этом и здесь насколько как бы здесь как бы два партнера: государство и частный инициатор, да, частный бизнес. И насколько здесь инициаторы готовы вообще входить в такие ГЧП проекты. Сегодня у нас вот из этих 80 по отчетам Центра ГЧП такие показательные проекты. Это в сфере социального, наверное, социального блока. Это детские сады, это медицинские учреждения. Очень отрадно и, на мой взгляд, это настолько необходимо такие проекты отметить, как открытие ТБО, да, там по переработке отходов. Такой проект реализован он в городе Ош, и данный же инициатор, он сейчас на стадии разработки этого проекта в городе Балыкчи, Чолпон-Ата. Вот они хотят как бы дальше этот проект мультиплицировать. Но здесь у них основным как бы государственным партнером выступает муниципальная служба Тазалык, да, там, того или иного города. Отдельный ГЧП проект это реализован, наверное, как бы очень информационно, это освещено. Это дорога, платная дорога Узген-Ош, которая как бы, да, там она по показателям тоже как бы сократила количество времени, при этом разгрузила основную дорогу. Вот. Одним из таких первых проектов это вот в части медицины, здравоохранения, это центр гемодиализа. И в целом как бы в этой сфере сегодня прорабатывается достаточно много разных проектов, да, инициатив, но, наверное, как бы вот инициаторам и государству необходимо как бы вот эту диверсифицировать, эту корзину, да, и максимально реализовать данные проекты по всей республике. И, в принципе, и приглашать туда инициаторов и тот местный бизнес в эти проекты. Какие сегодня вызовы при реализации? Да? Вот в регионах задавали и поднимали вопросы именно от бизнеса, предприниматели поднимают и говорят об условиях инвестсоглашения, потому что при реализации того или иного ГЧП проекта подписывается инвестиционное соглашение между государством и инициатором. И зачастую вот в разрезе регионов им необходимо более длительные сроки, даже если проект он небольшой. И вот их пожелание, чтобы, наверное, учесть при разработке составления инвестиционных проектов региональный аспект, где будет реализовываться данный проект. Второй вызов и вторая рекомендация от бизнеса
как раз по срокам окупаемости. Такие небольшие проекты, например, как детские сады, либо небольшие медицинские учреждения в регионах, у них все-таки как бы количество обслуживаемого населения, наверное, и их клиентов, оно не такое высокое, концентрировано, например, как в городе Бишкек, в Чуйской области, либо в Ожской, либо в городе Ош, да. А в остальных регионах как бы меньше, и вот пожелание такое, что также вот саму финансовую модель при инвестиционных соглашениях как бы объемом, как бы по срокам увеличить. Данные предложения, поднятые вот по итогам каравана, мы также передадим в центр ГЧП, чтобы они приняли эти рекомендации при составлении будущих потенциальных контрактов. Хотелось бы отметить положительные результаты проведенного бизнес-караван просвещения совместно с ассоциацией ДЖИ, Инвестсоветом при Кабинете министров. И, безусловно, налоговая служба приняла активное участие в этом мероприятии. И в целом, я думаю, надо отметить, что налоговая служба сейчас очень открыта ко всем встречам и приняла, можно сказать, участие в такой возможности встретиться еще раз с предпринимателями, услышать их, принять во внимание предложения, которые были озвучены на этих встречах. И в целом, я думаю, полезно было и предпринимателям, потому что мы рассказали про все изменения, которые сейчас происходят. Изменения направлены на послабление, где-то это и поддержка малого среднего бизнеса, не только малый средний, и крупный бизнес, например, отмена электронно-товарных транспортных накладных, это и для крупного бизнеса большое послабление. И стоит отметить, что элементы ЭТТН, они, мы думаем, вот по предложению крупного бизнеса, вот, как уже отмечалось, некоторые, например, высказывали мнение, что ЭТТН в целом вот где-то помогала, и нужно совместить с системой электронных счетов фактур, вот, особенно для крупного бизнеса, это и внутри учет, и сейчас идет работа по совершенствованию системы электронных счетов фактур, но эти все изменения в первую очередь будут обсуждаться и продвигаться совместно с бизнесом, поэтапно, и в целом сейчас работа налоговой службы направлена на то, чтобы какие-то новые новшества, инструменты налоговые, они внедрялись совместно с бизнесом поэтапно, чтобы было удобно. И сейчас у нас упор на усиленное администрирование крупного бизнеса, но это не значит, что мы будем дополнительные какие-то требования или какое-то давление будет на крупный бизнес. Ни в коем случае. Самое главное – это полнота уплаты налогов. Кто добросовестно выполняет свои обязательства, к нему никаких вопросов, только будет содействие и поддержка. И это и администрирование на границе, импорт из стран ЕС, это и производство товаров, чтобы крупные игроки во всех отраслях, будь то строительство, производство товаров, чтобы они оплачивали налоги. И мы понимаем, что есть недобросовестные, которые не полностью показывают свои объемы или же занижают цены, чтобы меньше уплатить налоги. Вот мы усиливаем аналитику
и администрирование именно вот крупного бизнеса. Малый и средний бизнес, да, безусловно, полностью учет всех операций, всех движений товаров, это идеально, но с учетом менталитета, с учетом готовности нашего малого среднего бизнеса, наших предпринимателей, в том числе на рынках, в регионах, уровень налоговой грамотности и с учетом всех этих факторов сейчас идет послабление, возвращение патентной системы, чтобы люди не мучились, спокойно могли работать. Мы же со своей стороны потихоньку будем обучать, учить, вместе двигаться в направлении цифровизации. И, например, вот электронные кошельки и на рынках, и в регионах спокойно уже умеют работать безналичными расчетами с телефона. И потихоньку нужно вот в этом направлении работать, чтобы с одной стороны видеть обороты, с другой стороны, чтобы это не было накладно, тяжело нашему бизнесу. И мы считаем, что потихоньку в этом направлении, повышая уровень налоговой грамотности, уровень осознания необходимости уплаты налогов, и уже люди понимают и видят, что налоги уходят вот в бюджет и эффективно используются. И очень важно показывать людям, что государство, получая эти налоги, направляет также обратно населению, обратно на улучшение условий нашим предпринимателям. Это и повышение заработных плат, пособий, строительство дорог, инфраструктурных объектов, школ, больниц. Это современное оборудование в наших больницах. И мы считаем, что прогресс есть, и в этом направлении по эффективному использованию, по борьбе с коррупцией, чтобы повысить доверие населения к институту в целом государства. И тогда, вот когда комплексно будут хорошие зарплаты, будут хорошие условия со стороны государства, и уже потихоньку переходя к цифровизации, я думаю, этот момент настанет, когда и малый и средний бизнес будет пользоваться всеми инструментами цифровизации, и тогда будет полный учет. И мы в этом направлении, безусловно, будем двигаться, работать. Сейчас, с учетом вот этих всех наших условий, требований наших людей, мы идем вот на такие послабления. И в то же время хочу отметить, что налоги собираются в полном объеме. План у нас перевыполнен по итогам квартала на 5 миллиардов сомов. К слову, надо сказать, за весь 2024 год перевыполнение годового плана было на 4 миллиарда. Мы сейчас за один квартал около 5 миллиардов уже перевыполнили. И это с учетом того, что вы, наверное, общественность не видела, что где-то там недовольство, митинги, что вот мы там штрафуем и так далее, и так далее. Нет, здесь идет за счет улучшения администрирования, борьбы с коррупцией, в целом, чтобы сотрудники добросовестно работали. С одной стороны, увеличены и заработные платы сотрудников, и все это делает, создает условия для того, чтобы налоговая служба, бизнес совместно, вот, можно сказать, грубо говоря, не ругаясь, спокойно, каждый выполнял свои обязанности. Вместе с тем, те налогоплательщики, которые не будут выполнять требования, будут уклоняться от уплаты налогов, безусловно, будут приняты меры в соответствии с законодательством. И это в первую очередь касается именно крупного бизнеса. Во всех отраслях есть разные, можно сказать,
уклонения, могут быть разные схемы, и мы сейчас усиливаем именно аналитическую работу для того, чтобы выявлять именно злоупотребления, нарушения у этих больших субъектов. И это и производство, и импорт, как я уже до этого говорил. Поэтому я думаю, эта вся работа налоговой службы даст хорошие результаты и в плане поддержки, и в то же время вот борьбы с недобросовестными субъектами. Вот кроме примеров, которые вы назвали по дебюрократизации, вот каждый из вас, кажется, назвал пару примеров. Есть ли еще что-то, что вы будете исправлять в ближайшее время в работе госмашины? Можно вот я, пользуясь моментом, сразу скажу по дебюрократизации. По этому направлению налоговая служба усиленно работает. В целом у нас есть большой процесс во всех госорганах, и налоговая служба не исключение. И мы в своей работе уже проделали то есть большую работу. Это по отмене требования, вы знаете, справок об отсутствии задолженности при оформлении недвижимого имущества. Раньше, если нужно было в налоговую службу или приходить, или через личный кабинет, но многие граждане все равно приходили в налоговую службу, им открывали вот через личный кабинет заявку там, и так далее, и так далее. И очень много было бюрократии. И вот по поручению нашего председателя Алмыта Насырхановича буквально в течение недели, совместно проработав с кадастром, вот, учреждением по регистрации имущества, мы предоставили доступ. И сейчас граждане спокойно могут пойти в это учреждение, там им по базе посмотрят, есть ли задолженность, если нету, сразу оформят, если есть задолженность, есть возможность там же оплатить, и в течение 15 минут эта оплата уже поступит в базу, и там уже будет информация, что оплачено, и можно оформлять уже недвижимость. И вот по этому примеру у нас сейчас вот выезд за границу. Также мы сейчас работаем над тем, чтобы удобно, быстро, если будет задолженность, допустим, у гражданина или там, учредителя, директора компании в аэропорту или там, на границе онлайн оплатить и выезжать. С одной стороны. С другой стороны, порог вот до 50 тысяч, если есть задолженность, мы планируем вообще запрет на выезд не ставить, только вот после превышения этой суммы. Также по ликвидации юридических лиц ИП, многие знают, что это очень сложно, трудно, где-то очень много бюрократии. Но здесь надо понимать, что у нас есть недобросовестные субъекты, которые открывают ИП, делов наделают, например, импортируют товары, не оплачивают и как закрывать. Да? То есть это тоже обязательство, ответственность наших сотрудников по закрытию, ликвидации ИП юридических лиц. При этом под общий котел попадают все. Те, которые добросовестно, нормально, ИП открыли, допустим, не смогли или там решили другим заняться делом, может, за границу уезжают, и закрыть очень тяжело. Поэтому мы сейчас также рассматриваем, чтобы вот какие-то вот критерии рисков, да, и из-за 5-10% рисковых ИП организаций не было тяжело всем 100%. То есть вот такие моменты мы сейчас прорабатываем. И в целом полностью у нас сейчас большая работа идет по упрощению форм отчетов, электронных счетов фактур. Возможно, какие-то отчеты вообще мы отменим. Буквально недавно
принято решение по отмене сдачи единых налоговых деклараций для отдельных категорий субъектов. Это в первую очередь касается малого и среднего бизнеса. И учитывая, что и также были отменены, например, и для граждан. То есть всеобщее декларирование, к которому мы шли очень много лет, оказалось, что, учитывая, что есть доступы у налоговой службы к системам кадастра, УНА, сейчас и по субъектам предпринимательства есть без решения суда доступ и к банковской информации. И сразу хочу сказать, что это не должно пугать. Во всем цивилизованном мире у налоговой службы есть доступ к банковской информации. И банковская тайна, о которой всегда банковский сектор, бизнес говорит, у налоговой службы вся информация является налоговой тайной. То есть та банковская тайна, которая известна налоговой службе, она также у нас является тайной, и у нас также полностью ответственность за неразглашение и так далее. Поэтому здесь хотелось бы сразу отметить, что наоборот, посредством того, что есть такие доступы, мы можем отменять сдачи деклараций отдельным категориям, и мы планируем и по отчетам, например, где-то отменять, потому что мы уже информацию полностью видим. Сейчас внесены изменения, будет техническая реализация по интеграции учетных систем субъектов предпринимательства с системой налоговой службы. То есть это и 1С, в кафе, допустим, AirKeeper и так далее. И, соответственно, мы планируем где-то, возможно, отказаться от предоставления отчетов, где-то, может быть, от проведения проверок. И также внедряется институт рейтинг налогоплательщика. Мы именно в налоговых целях, но я думаю, возможно, это можно использовать и в других целях. Если, допустим, высокий рейтинг налогоплательщика, он добросовестный, своевременно оплачивает налоги, сдает отчетность, выполняет все требования, каких-то нарушений, ну, в целом нарушений нету, то можно прорабатывать и предоставление, на наш взгляд, как, например, предоставление и льготных кредитов, как поддержки, те же звания, как заслуженный предприниматель, который дает возможность получения, если не ошибаюсь, служебного паспорта, где можно и без визы, по работе, может быть, в другие страны выезжать. То есть в целом институт рейтинг налогоплательщика, я думаю, можно использовать по всем направлениям. И такие процессы мы считаем, что как раз реализуют ту программу дебюрократизации, когда налогоплательщику удобно, выгодно и интересно. Поэтому налоговая служба в этом плане мы планируем такие большие задачи реализовать. В порядке информации хотелось бы добавить, что в соответствии с указом президента, о котором я уже ранее обозначил, министр юстиции Баетов Аяз Батыркулович был назначен директором Национального института стратегических исследований. И команда под его руководством сейчас ведет работу именно по сбору предложений, по изучению, по анализу, именно в реализацию этого указа по дебюрократизации. Мы, в свою очередь, секретариат инвестиционного совета тоже взаимодействуем в части сбора информации, предложений от бизнес-сообщества. То есть в настоящее время многие бизнес-ассоциации отраслевые дали свои предложения по данному вопросу, которую мы свели и уже направили в НИСИ. И, пользуясь случаем, хотелось бы тоже призвать всех предпринимателей, кто сталкивается с барьерами или кто имеет информацию и есть предложения по устранению таких барьеров. Возможно, у кого-то есть информация, что это просто формальные барьеры по улучшению бизнес-среды. И хотелось бы, чтобы такие предложения направлялись к нам в секретариат инвестиционного совета при Кабинете министров Кыргызской Республики, либо напрямую в НИСИ. И, естественно, после анализа, с учетом интересов государства, безопасности, определенные предложения будут разработаны и внесены в соответствующие нормативно-правовые акты.
Также позволите добавить, вот по итогам каравана мы также все поднятые вопросы и предложения мы разделили на два блока. Все, что касается тех вызовов и предложений, мы проработали, скомпоновали и вот сделали презентацию для коллег из налоговой службы по итогам. И вот очень благодарим и отрадно, что более 80 предложений не приняты, да, и будут проработаны. Мы дальше будем прорабатывать с ними. Второй блок вопросов касательно в целом бизнес-среды, вот по итогам каравана, мы также их проработали, выделили предложения и их презентовали для команды НИСИ. Вот. Если на примере отметить, то, наверное, такие основные, как предложения, это передача тех или иных государственных услуг на аутсорсинг. В принципе, есть уже в разрезе определенных услуг. Сейчас это все на стадии проработки, то есть нам необходимо как бы дальше детализировать механизм реализации этих услуг, какие услуги будут переданы в аутсорсинг. И другой пример – это использование искусственного интеллекта, наверное, в части проведения анализа тех или иных подзаконных актов, да, потому что мы видим, что за всю деятельность как бы, ну и в целом в государстве, в государственной системе мы много принимаем разных документов тех или иных. И вот как одним из наших предложений это такого системного подхода сегодня уже как бы в части цифровизации всех тех новых технологий и решений это позволяет сегодня очень быстро, эффективно это делать, при этом как бы не тратя большие усилия, да, как бы раньше это люди делали, сегодня есть искусственный интеллект, почему бы его не использовать. Ну, примерно ряд таких рекомендаций мы презентовали, и они положительно приняты. Далее это будет совместно, ну, как бы нашей командой, членами инвестиционного совета, а также команда НИСИ будут детализировано прорабатываться, то есть с учетом интересов всех заинтересованных сторон. Вы знаете, очень много жалоб на грубость сотрудниц налоговой службы, когда люди приходят оформлять документы. Вот вы как-то решаете эту проблему? Расскажите, пожалуйста. У нас сейчас большие планы в целом по этому направлению, чтобы вот в наших единых окнах колл-центр, и мы внутри сейчас прорабатываем механизмы и контроля, и проверки отношений. И более того, вот мы сейчас хотим внедрить вот в каждом районе, чтобы был отдельный штат сотрудников, которые будут буквально встречать или гражданина, или представителя бизнеса. И если какие-то вопросы, чтобы не было, вот, в то окошко подойдешь, скажут в другое иди, там в другой кабинет и так далее. И человек не знает, куда подойти, как зарегистрироваться, допустим, ИП открыть, или же оплатить налог. Вот у нас у граждан, и это требование раньше было, допустим, по уплате подоходного налога, если вот имущество в течение там года купил, перепродал автомашину или квартиру, допустим, с положительной разницей, и как оплатить. То есть очень много, например, вопросов, и приходят и не знают, что делать. Поэтому сейчас будет отдельный штат сотрудников, которые будут встречать, помогать, консультировать, куда подойти, как сделать. Более того, вот у нас в районах, где вот, зал, есть свободные компьютеры, куда могут, например, сесть и там отчет сдать и так далее. Если кто, например, не знает, вот эти наши сотрудники как раз будут рядом помогать, консультировать, показывать. И в целом по отношению мы сейчас
меняем подход. Вы, наверное, помните, вот наш председатель Алмат Насырханович давал номер WhatsApp, куда вот многие обращаются, и мы сейчас также поставили большую задачу перед начальниками районов. Если будут жалобы на тот или иной район, будем выяснять. Если будет много жалоб, то мы будем принимать меры в отношении именно начальников этих районов. Если, допустим, есть какая-то проблема, мы требуем, чтобы руководство надо будет сами выходили, встречали и решали вопрос на месте. Могу сказать, вот к нам в центральный аппарат люди приходят, и наш председатель, и мы, заместители председателя, сами встречаемся. Вот лично я, например, если кто-то подошел, какие-то есть вопросы, стараюсь лично принять и сразу дать указания и решать вопрос на месте. Безусловно, надо работу ставить на системном подходе. То есть, если это будет в таком ручном, да, один руководитель или начальник, если он занят, его нету, и чтобы вопрос не оставался открытым, да, и люди не мучились, потому что мы, ну, как бы, может быть, высоко не звучало, но мы государственные служащие, мы получаем заработную плату и должны выполнять свои обязанности. Поэтому такие же требования мы сейчас ставим перед и начальниками районов, и перед каждым сотрудником. Если будут жалобы, если кто-то не так ответил грубо, и, к сожалению, мы даже вот слышим, есть случаи, когда вот я, например, яркий случай был, человек, ему доначислили, он пришел, хорошо оплачу подоходный налог за реализацию имущества. Ему сказали вот код оплаты, как заплатить, он оплатил, но получилось, что это код оплаты по налогу на прибыль. И в итоге получилось, что да, он заплатил, а с другой стороны по подоходному у него недоимка. И у нас есть по 72 статье льготное списание. То есть если ты оплачиваешь основную сумму задолженности, за вот этот период, то, что пеня натикала, 50% ты оплачиваешь, остальные 50% списываются. И получилось так, что он не попал, он хотел попасть, он полностью оплатил задолженность, 50% пеню, 50% сначала списали, а потом выяснилось, что не тот код оплаты и так далее, ему отменили, и 50% нужно оплачивать. К счастью, получилось так, что вот, принят указ по списанию задолженности до 2022 года, и он подпадает под это списание. Сейчас в связи с принятием закона ему спишут эту задолженность. То есть, но проблема остается в том, что это вот один случай. Таких случаев может быть очень много. И из-за того, что сотрудник, ну, это, конечно, доказать сложно, потому что гражданин утверждает, но, скорее всего, ну, он же не мог этот какой-то код оплаты сам. То есть ему какой сказали, он оплатил. И здесь, получается, сотрудник, может быть, ошибся, неправильно как-то вот сказал код оплаты. То есть вот таких случаев не должно быть, и мы будем усиливать работу по обучению наших сотрудников и по профессиональному направлению, чтобы вот правильные консультации были, правильные ответы были. Мы сейчас колл-центр, разъяснение вот в этом направлении очень большую хотим работу сделать, во-первых. Во-вторых, и по этике, по вежливому отношению к гражданам и к налогоплательщикам. У всех у нас есть этика госслужащего, и мы должны, несмотря на настрой самого гражданина или субъекта предпринимательства, да, ну, люди тоже разные бывают. Иногда бывает где-то ну, с таким отношением, да, кричат и так далее. Но надо быть стрессоустойчивым, и несмотря на любое отношение со стороны гражданина, вежливо, профессионально ответить на вопросы, дать консультацию и выполнить свою работу. Поэтому мы в этом направлении усилим.
Сотрудники, которые будут встречать людей, они планируется, что они появятся в каждом районе. Мгм. Если вопросов нет, вы можете резюмировать, уважаемые гости, и мы закончим. Если позволите, еще одну информацию. По инициативе Инвестиционного совета при Кабинете министров Кыргызской Республики мы инициировали, чтобы в каждом регионе, при каждом полномочном представителе президента Кыргызской Республики в области были образованы региональные инвестиционные советы по прототипу нашего инвестиционного совета. И в настоящее время в каждой области будут образованы региональные инвестиционные советы со своим рабочим органом, секретариатом из 3 человек, который обеспечит работу этого регионального инвестиционного совета. Это будет эксперт по правовым вопросам, эксперт по экономическим вопросам и руководитель секретариата. Это делается для чего? Это делается для опять же, на развитие регионов, чтобы в регионах была эффективная площадка для бизнеса, где они напрямую с местными органами власти за одним столом путем конструктивного диалога будут решать все вопросы, вызовы, проблемы или по оптимизации тех или иных решений. Спасибо.